Минсельхоз повышает ставки субсидий для поддержки фермеров и аграриев. Ведомство также переходит на авансирование затрат сельхозтоваропроизводителей. Все для того, чтобы спокойно войти в весенний полевой сезон и не снизить объемы производства. Об экономике региона в условиях вводимых санкций говорили сегодня в штабе общественной поддержки «Единой России». Александра Головина передает подробности. Наличие сахара на полках магазинов, пожалуй, одна из главных тем последних недель. Держат руку на пульсе как рядовые покупатели, так и профильные ведомства. Минсельхоз мониторит социально значимые товары, а это 60 групп, их цену и, конечно, наличие. Наблюдаем рост, который связан и формируется в большинстве своем с новыми поставками за пределами Республики Коми. Практически 85% нашего рынка – это привозные, завозные товары. У себя производство у нас налажено по 5, так скажем, основным продовольственным товарным группам. Это мясо, мясные продукты, молоко, молочные продукты, овощи закрытого грунта, небольшое количество овощей открытого грунта на сегодняшний день республика производит, в основном в личных подсобных хозяйствах, и яйцо. Я очень прошу не нагнетать эту обстановку, создавая тем самым трудности, в том числе и для организаций торговли, которые пытаются в лихорадочном режиме сегодня организовать для себя логистику и решить, где и как им взять машины, вагоны для того, чтобы обеспечить транспортировку тех товаров, на которые они уже законтрактованы. Давайте будем успокаиваться и переходить в нормальный, спокойный режим обеспечения, в том числе наших потребностей на потребительском рынке. Сейчас в Коми есть запас собственного производства на 1,5 ближайших месяца. Все поставки из-за пределов региона идут в плановом режиме, а значит, пустые полки в магазинах при прежней численности населения говорят только об одном. Ровно такая же проблема и на рынке фармы. Горожане массово скупают медикаменты. Что будет с ценами на лекарства и стоит ли ждать их дефицита – два главных и порой жизненно важных вопроса. Все контракты, которые мы заключили, они исполняются в полном объеме, в определенные сроки. Никаких срывов поставок не было. Все идет в плановом режиме. Мы закупаем и, соответственно, запасы создаем. Запасы по льготе на федеральном регистре у нас порядка 5 месяцев. На региональном регистре это тоже 5 месяцев. Письма от поставщиков у нас есть, они подтверждают свои обязательства, поэтому для паники нет у нас никаких оснований. Лекарство имеет свой срок годности, оно требует определенного типа хранения. И это все нужно соблюдать. Если, соответственно, человек делает запас, он должен понимать, зачем он это делает. Меры поддержки уже разработаны для наших сельхозтоваропроизводителей. Внедряется авансирование, то есть покрытие затрат фермеров и аграриев для проведения весенне-полевых работ в полной мере. Меры позволят уйти от снижения объемов производства. А вот что пока стабильно держится на плаву и не требует дополнительных мер поддержки, так это региональный рынок труда. Пока профильное ведомство не получало информации о ликвидации предприятий республики. Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.